Эти пингвины уже заполнили все мои рилсы. Пойду спасать этого пингвина. Дорога будет долгой. Бишкек-Дубай, потом Чили, дальше Ушуая и оттуда на корабле в Антарктиду. Дорога будет очень долгой. И знаешь, сколько я потрачу на эту экспедицию? Около 30 тысяч долларов. Вот так. Уф. Мы наконец-то прилетели в аэропорт Ушуая. Теперь мы хорошо поедим, отдохнем и продолжим наше путешествие. Сейчас у нас брифинг с группой. Потом забираем снаряжение и дальше посадка на судно. Мы будем плыть до базы около 2 дней. Путь долгий и нелегкий. Но погода сегодня великолепная. Нас ведет наш гид. Говорит, около 2 часов будем ехать. Погода хорошая, солнышко и без ветра. I see him. I see him. There he is. Do not let him get away. Come on. Catch him. Поймали его. Везем обратно в стаю. Минут через 15-20 будем на месте. Вот и вернул его обратно в семью, как и обещал. Я его спас. Спите спокойно. Мы романтизируем этот кадр не потому, что он красив, а потому, что он нас оправдывает. Людям хочется верить, что уход из стаи — это сила, что одиночество — осознанный выбор, что разрушение связей — это свобода, а не слабость, но правда неприятнее. Если для тебя этот пингвин герой, возможно, ты просто видишь в нем себя в момент, когда устал бороться и назвал поражение протестом. Стая — это тепло, направление и шанс выжить. Системы люди строили веками, это результат эволюции, как у животных, чтобы выжить и продолжить род. А те, кто уходит от системы, чаще не бунтари, а те, кто сдался. Слабость трудно признать, поэтому ее прикрывают героизмом и индивидуальностью. Как показывает нам природа, финал у этого один.